Салям алейкум. Я хочу вам сейчас зачитать последние сообщения, которые у нас были с Аминой Акуевой, и потом скажу почему. Ассаламу алейкум, Ленурага. Как у вас дела? Мы искренне рады тому, что удалось освободить таких замечательных людей, как Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров. Примите от нас поздравления. Касательно программы. Мне уже выслали почти заключительный вариант. По-моему, для первого раза получилось неплохо. Надеюсь, вам тоже, так как мне кажется, понравится. Но свои ошибки я уже тоже учту и постараюсь в следующий раз их исправить. Сценарий следующего выпуска передачи про Зелимхана Яндарвиева, который почти готов. Думаю, завтра, послезавтра уже смогу выслать синопсис. Спикеры уже готовы. Одна украинская журналистка, которая брала у него интервью и готова прийти в студию, и один его помощник, который запишет видео для программы. Когда будем планировать запись, иншаллах? Думаете, лучше уже после выхода пилотного выпуска? Кстати, когда примерно он планируется? Уже известно? Или можем записать впрок передачи? С уважением, Амина. Алейкум селям, я завтра посмотрю и решим. Надеюсь, все будет хорошо, я ей отвечаю. Иншаллах сагулнас, буду ждать вашего ответа. Аминочка, я не успел тебе ответить, потому что Всевышний забрал тебя в те часы, когда я хотел тебе отвечать. Отвечаю сейчас тебе через телеканал ТР. Я посмотрел. Ты молодец. Ты ушла от нас физически. Мы с тобой встретимся, ты знаешь, и я верю, что мы встретимся все. Я знаю, как Адаму, твоему супругу, сейчас тяжело, как твоей половинке тяжело. Ты спасла ему очередной раз жизнь. Ту программу, которую ты придумала, «Герои Кавказа», и ту мысль, которую ты хотела донести до своих соплеменников, до свободных ичкерийцев, тот смысл вообще, то, что ты несла все это время, пока ты жила здесь, и то, что ты делала и в Киеве, и то, что ты делала в АТО, и то, что делала с нами на блокаде, мы это донесем твоими мыслями через наши уста. Телеканал ТР будет продолжать то, что ты начала. Сегодня, вот после моей речи, вы посмотрите эту первую пилотную программу, которую мы записали все вместе. Нам тяжело начинать вот так, мы никогда так еще не начинали. Вашему вниманию пилот, «Герои Кавказа», автор Амина Акуева. Бисмиллахи рахмани рахим. Сегодня мы начинаем для вас цикл программ о современных героях Кавказа и об истории Северного Кавказа. Российская империя вторглась на Северный Кавказ в XVIII веке, связывая большие надежды с этим непонятным для себя и непокорным регионом. Вместе с тем сложилось так, что именно Северный Кавказ на протяжении последних столетий постоянно оказывает давление на Россию. Многовековая постоянная борьба северокавказцев является беспримерной историей отваги и самопожертвования. К сожалению, некоторые народы полностью исчезли в ходе этой борьбы, а другие продолжают сопротивление и по сей день. Наибольшие усилия российские военачальники разных времен прилагали для того, чтобы сломить именно чеченский народ, так как считали его центром сопротивления всего Северного Кавказа. История свидетельствует, что именно в Чечении проходили наиболее отчаянные битвы и длительные восстания на протяжении всего российско-северокавказского противостояния. Самым известным и продолжительным по времени официально признанным периодом сопротивления российской колонизации является Кавказская война, длившаяся со второй половины XVIII века по 1864 год. Начало активных военных действий приходится на период деятельности шейха Мансура у Шурмы. Но и после его пленения в 1791 году и смерти в 1794 году война продолжилась и длилась свыше 70 лет. Эту борьбу возглавляли такие яркие фигуры из числа мусульманского духовенства, как шейх Абдурахман, шейх Ташухаджи, имам Шамиль и многие другие. В том числе к этому периоду относятся и яркие страницы в истории имамата Шамиля 1840-1859 годы. Впоследствии, после Кавказской войны, сопротивление продолжилось в виде восстаний в Чечении, которые возглавили бывшие наибы Шамиля Байсангур Биноевский, Султан Мурат Биноевский, а также Мадуев и Атабай Атаев.
героев не прекращало сопротивление. Вновь и вновь поднималось знамя свободы. Как, например, восстание 1877 года под предводительством имама Алибека Хаджи Зандакского. В период с 1880 по 1900 год стоит определить как движение шейхов, проповедовавших своим мюридам неповиновение царским властям и оккупации. С начала XX века борьба приобретает формы обречества. Обреки в одиночку наносили царским, а затем и советским властям немалый ущерб. И на борьбу с ними, скрывавшимися в лесах при поддержке простых людей, были брошены большие силы регулярной армии. Самым известным представителем обреческого движения является Зелимхан Харачоевский. С 1900 по 1913 год он со своим отрядом вел партизанскую войну против российских властей и их ставленников. С распадом Российской империи на территории Северного Кавказа один за другим провозгласили несколько государств. Республику Союза горцев Северного Кавказа под предводительством Тапы Чермоева с мая 1917 года, Горскую Советскую Республику под предводительством Таштамира Эльдарханова в 1918 году и Северо-Кавказский Эмират. Государство это было религиозным, и оно просуществовало на территории Дагестана и Чечении всего полгода, с сентября 1919 по март 1920 года. Несмотря на свою недолговечность, именно силы Эмирата Узун-Хаджи сумели нанести сокрушительный удар армии Деникина. Горцы! Отходим! Занять оборону! К сожалению, плодами их побед смогли воспользоваться большевики, которые установили свою власть в регионе, так как пообещали горцам то, что не намерены были выполнять – сохранение шариата, арабской графики, традиционного обычая адата и широкую автономию. Уже с 1924 года, когда в Москве поняли, что возросшая сила позволяет им больше не считаться с данными обещаниями, в Чеченской автономной области начались первые аресты и расстрелы ведущих политических деятелей. В том числе были убиты шейх Али Митаев, арестованный в горах Шатоя известный дагестанский шейх Наджмуддин Гацинский и многие другие. На протяжении 20-30-х годов 20-го столетия на Северном Кавказе, преимущественно в Чечении, постоянно вспыхивали восстания различной степени интенсивности. Подавлялись они советскими властями очень жестоко, в том числе при помощи бомбардировок с воздуха. Чеченцы первыми ознакомились с тем, что для подавления восстаний Красная Армия применяла авиацию. С конца 20-х и до середины 30-х годов 20 века практически все, кто умел читать Коран, были расстреляны или сосланы в Сибирь. Речь идет о 2-3 десятках тысяч репрессированных из числа мусульманского духовенства. Параллельно с этим искоренялась и история Кавказа и кавказских восстаний. Печатать в учебниках и вообще писать об этом строго запрещалось. Кульминацией этого перманентного геноцида стала тотальная депортация чеченцев и ингушей, а также других наиболее непокорных горских народов в Среднюю Азию в 1944 году. Депортация должна была сломить дух сопротивления, но из ссылки народ вернулся еще более сплоченным, чем был до нее. В период с конца 50-х годов и до развала СССР считался периодом параллельного существования чеченцев и советской власти. Чеченцы жили в своем духовном мире, в который не пускали коммунистическую пропаганду. В 1982 году первый секретарь КПСС Власов вынужден был признать, что советская власть так и не установилась в Чечне за пределами территории города Грозного. В годы депортации в горах и лесах на родине оставались повстанцы, не покорившиеся советской безбожной власти, которые продолжали путь обречества. Последним чеченским обреком считается Хасуха Магомадов, который все время после депортации чеченцев в феврале 1944 года продолжал одиночное сопротивление советским властям, вплоть до своей гибели в 1976 году, когда ему было почти 70 лет.
На трагедию, обрушившуюся на Чечению уже в новейшее время, в конце 20-го, начале 21 века, мир продолжает смотреть как сторонний наблюдатель, ожидая, кто выиграет в этой схватке с новоявленной империей путинской России. Наша сегодняшняя первая программа из цикла «Герои Кавказа» будет посвящена первому президенту Ичкерии, генералу Джохару Дудаеву. Раб, не стремящийся выйти из рабства, заслуживает двойного рабства. Это, пожалуй, самая известная фраза героя чеченского народа, первого генерала и первого президента Ичкерии Джохара Дудаева. А слова, как известно, приобретают полную силу, когда человек, произносящий их, проживает свою жизнь в соответствии с ними и гибнет за них. Рассказывает, что в планы Джохара не входило делать политическую карьеру. Он любил свое летное дело. Но старейшины на общенациональном конгрессе чеченского народа сказали ему: «Пусть единственный генерал-чеченец послужит своему народу». И народ принял его единодушно. По официальным данным, за Дудаева на президентских выборах проголосовало более 90% населения Чечении. И он служил своему народу самоотверженно, честно, не щадя сил и жизни, которые он впоследствии героически отдал на пути служения своему народу. Джохар Мусаевич Дудаев родился 15 февраля 1944 года в Галанчорском районе Чечении. А через неделю после его рождения чеченский народ неожиданно для всех простых людей подвергся жестокому геноциду, когда поголовно весь народ был депортирован среди зимы в холодные степи Казахстана. Семья Джохара была депортирована в Павлодарскую область Казахстана, а родственники по материнской линии в ходе депортации были заживо сожжены в селении Хайбах, откуда были родом. В 1957 году, как только появилась возможность вернуться на родину, их семья вернулась в Чечению и поселилась в городе Грозном. Этот город впоследствии будет назван в честь Дудаева – Джохаром. После окончания школы Джохар, который хорошо учился, поступил на физико-математический факультет Северо-Осетинского педагогического института, но после первого же курса принял решение получить военное образование и поступил в Тамбовское высшее военное авиационно-летное училище, которое окончил с отличием в 1966 году по специальности летчик-инженер. Диплом ему, как отличнику, вручал прославленный ас советской истребительной авиации украинец Иван Кожедуб. Позднее Джохар окончил и Академию имени Гагарина. Добиться этого было очень нелегко, так как существовал негласный, но неукоснительный закон, запрещавший продвижение чеченцев по карьерной лестнице, особенно в военном деле. Однако Джохар отличался настойчивостью, и когда в поступлении ему было отказано, он добился приема у министра обороны, после чего был принят. Я видел, что мое место в военной структуре. А в военной структуре я искал элитарную часть этой структуры и нашел ее в летной работе. Ну и в летной работе, конечно, элитарная – это дальняя авиация. И я бы считал себя ущемленным, если бы я сразу не взял быка за рога, самую элитарную часть, во-первых, вооруженных сил, и самую элитарную часть и в авиации. Дудаев стал образцовым офицером. Его отличали выдержка, спокойствие и забота о подчиненных. В полку, дивизии и гарнизонах, которыми он командовал, всегда был идеальный порядок и хорошо налаженный быт. Сегодня у нас в гостях у нашей программы в студии журналист Айдер Муждабаев, который лично видел Джохара Дудаева, брал у него интервью еще в 1993 году. Здравствуйте, Айдер. Здравствуйте, Амина. Я очень хорошо помню тот день. Это был день 21 апреля 1993 года. Тогда в Грозном уже были вот эти митинги, которые подогревались Москвой, но войны еще не было. И
Джохара было очень такой сложный график, было мало времени для встреч, и я ждал встреч с ним 2 дня, и в итоге он принял меня в 2 часа ночи буквально. И передо мной он беседовал очень долго с Гамсахурдием, с Звядом. Звяд Гамсахурди через некоторое время его не стало просто. Вот, я зашел к нему в кабинет, и я удивился тому, что, несмотря на такое позднее время, он такой бодрый был. Вот он как-то всегда был в таком, очень живой человек, на самом деле. Не какой-то там, не царек, там, не какой-то высокомерный человек, нет. Он очень тепло поздоровался, он очень тепло разговаривал. Дело в том, что я тогда еще работал в газете в российском городе Тамбове, он учился там в летном училище, в училище дальней авиации, единственном в СССР. И он рассказывал там о своей юности курсантской, о том, как там старослужащие пытались его унижать, когда он только приехал поступать абитуриентом. Я помню этот рассказ, он сказал, что они мне сказали: эй, ты, говорит, там, малой, там, принеси-ка чайник нам тут в столовой. Он говорит: ну я взял чайник и вылил на голову тому, кто меня это просил. Не по адресу. Да, больше такого не было. Но он такой, он человек с характером, но при этом я бы не сказал, что он был жестким. Он был достаточно человечный, и даже это вообще не видно. То есть, ну какой, мне был 21 год, ну кто я такой вообще, молодой журналист, приехавший там из маленького российского города. Он все-таки на время нашел на меня, я очень долго разговаривал, там даже говорили: ну хватит, там они ходили за спиной, мне показывают, что уже, ну, мы 1,5 часа, наверное, разговаривали только вот в его кабинете в Доме правительства, который сейчас нет уже в нынешнем Грозном. И запомнилось мне то, что он очень тепло вспоминал своих сослуживцев по советской армии и передавал им приветы. Я даже одному передал. Это был инструктор его, который учил его летать еще в Тамбове. А вообще в течение жизни мне приходилось встречаться, ну, я думаю, с 10 людьми, которые в разных местах служили с Джохаром Дудаевым, учились, работали с ним. И вот ни от одного человека, а это, чтобы надо понимать, это была уже нынешняя Россия и даже путинская Россия. И это были военнослужащие и там сотрудники МВД ныне, там, ну, бывшие военные. Ни один из них не сказал дурного слова о нем никогда. Только хорошее и по Иркутску, где он служил, и по Тарту в Эстонии. Но это человек, которому можно было позвонить ночью командиру большого там подразделения дальней авиации. Он уже генералом тогда был. И он мог послать там водителя в Таллин за лекарствами, если у кого-то заболела там дочь или жена. Он был всегда доступен, он не строил из себя никого. И вот тогда, трудно сейчас представить даже, но тогда очень много людей в России симпатизировало борьбе чеченцев за свою независимость. Это сейчас невозможно это представить. Путин переломал это во время Второй войны и после этих терактов, которые в Москве были устроены. А тогда многие симпатизировали чеченцам и их стремлению стать свободными. И я опубликовал эту статью в газете своей, и были хорошие отклики, и не было тогда такого вот как бы истерии античеченской не было. Это я о том, что все это подогрето искусственно, и вся вот эта ненависть, которая обрушилась на чеченцев с этими тысячами бомб, сотнями тысяч погибших, и то, что сейчас происходит в Украине, это звенья одной цепи, это звенья ненависти. Если бы тогда с Джохаром Дудаевым, который был абсолютно договороспособный, дипломатичный, воспитанный советский офицер, с ним можно было и договор заключить, и разделить там территорию, и как-то независимость признать Чечни, и все было бы нормально, не было бы ничего потом, и не было бы, я убежден, и войны с Украиной. Спасибо вам большое, Айдер. Очень Спасибо. Интересный рассказ. Мне очень приятно вспоминать, приятно о нем как человеке вспоминать, и очень грустно, что его нет. Потому что я думаю, что если бы он был жив, вся история и Чечни, и Российской Федерации, и Украины, и вообще всего мира была бы, наверное, другой. В
1989 году Джохару Дудаеву было по заслугам присвоено звание генерал-майора. За свою военную карьеру Джохару довелось служить в самых разных уголках Советского Союза. Последние годы службы он провел в Эстонии. Когда в 1990 году его дивизию тяжелых бомбардировщиков вывели из Эстонии в связи с ее стремлением к полной государственной независимости, сам Дудаев уволился из рядов советских вооруженных сил в запас. Как неоднократно подчеркивал сам генерал, сделал он это под влиянием национально-освободительных движений в тогдашних прибалтийских республиках и по просьбе представителей своего народа. В мае 1990 года Джохар Дудаев вернулся в Грозный, а уже 27 октября 1991 года был избран первым президентом Чеченской Республики. Его первым же указом 1 ноября 1991 года было провозглашение независимости Чеченской Республики Ичкерия. С самого начала Первой Чеченской войны за Дудаевым шла охота российских спецслужб. 3 попытки покушения на него закончились неудачей. Джохар Дудаев был стратегом и хорошо знал цену российской армии. А теперь, когда русизм уничтожает целые народы, сметает с лица земли, причем выбирая самую беспомощную жертву. Всю историю России она выбирает самую беспомощную жертву. На полное физическое уничтожение и реалистическое устрашение мира. Вот какие мы сильные, мощные, что мы можем, какие коварные, злые, хищные. Нагорный Карабах вычленили и уничтожили полностью это образование. Далее пошли Абхазию вычленили из Кавказа, из Грузии, уничтожили весь потенциал. Войну с Грузией, Армению с Азербайджаном, а по сути дела российские спецслужбы, российские войска, российское вооружение, российская техника. Южную Осетию вычленили, уничтожили. Северную Осетию, Ингушетию вычленили. И физическое уничтожение целых народов. Насилие, смерть, кровь, уничтожение народного потенциала. Российское руководство всю свою историю, когда ей было тяжело, бежала, значит, на подписание договоров, которые она никогда не соблюдала, не будет соблюдать и не мыслит. Как только укрепится, так начинает снова, вычленяет самого слабого и начинает над ним издеваться. Такова Россия, империя зла. Империя зла, как была, есть и остается. Хищность свою, алчность, беспощадность, бездуховность, безнравственность продемонстрировала на Чечне. Однако он принял этот вызов, потому что иного пути ни для себя, ни для своего народа он не видел. Сегодня в связи с событиями в Украине часто приводят слова Джохара, которые оказались удивительно точными, хотя тогда, более 20 лет назад, многим они казались нереальными, а предсказанные события невозможными. Весь Кавказ уже прямо или косвенно вовлечен в эту военную авантюру. Вовлечен. И далее, я думаю, что планы были такие, что разделаться Чечней и далее в Крым. Есть у меня документальные свидетельства, что в Крыму заготовлены подобный сценарий. Подобный сценарий. И так, разрастая очаги и дальше. Если это не остановит мировое сообщество сейчас, и прежде всего внутри России взорвавшихся политиканов, авантюристов, не привлекут их к уголовной ответственности и не будут судимы, дальнейшее разрастание гигантских размеров пожаров народоубийства уже не остановить. 21 апреля 1996 года в результате террористического акта со стороны российских спецслужб Джохар Дудаев был убит. С нами на связи один из соратников Джохара Дудаева, который стоял у самых истоков чеченской независимости и был свидетелем и активным участником тех великих событий конца 20 века, Арс бин Абу-Бакр. Саламу алейкум ва рахматуллах, Арс бин. Расскажите, пожалуйста, нам о Джохаре Дудаеве, о вашем общении с ним и впечатлениях об этом. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах. Ну что можно сказать или управиться в течение 5-10 минут.
о славном сыне чеченского народа, о Джохаре Дудаеве. С Джохаром я познакомился в юные студентские годы, в начале 80-х в Москве, будучи гостем у студентов-братьев своих, от которых я услышал речь Захара. С речью, так сказать, я познакомился впервые, прежде чем с ним самим. В те времена, советские времена, у нас была такая полулегальная организация, землячество называлось, чеченцев и ингушей. Встречались в разных городах, когда через год, через 3 года, когда как получалось. И вот в тот год этот форум, можно сказать, был в Москве, где и выступил Джохар с громогласно, я бы сказал, выступлением, судьбоносным выступлением. Лично я и все мы были поражены его выступлением. Джохар говорил, что нам нужна свобода. Народ теряет свои традиции, язык, культуру, религию. Идет полная ассимиляция под натиском пропаганды и ассимиляции коммунистического режима. Мы знаем, что стоило в то время сказать или покритиковать эту власть, тем более сказать слово о свободе. После этого, как мы знаем, грянуло время оттепели, Горбачевской перестройки, и все народы бывшего СССР заявили о государственных суверенитетах, в том числе и чеченский народ не стоял в стороне. Он всегда использовал малейшую возможность избавиться от гнета оккупации Кремля. Мой народ собрал свой форум в 90-м году, Общенациональный конгресс чеченского народа. И вот на этом съезде выступил Джохар, говорил о боли и трагедии, о необходимости восстановить утраченную государственную независимость. И весь зал, конечно, Джохара поддержал. В конце он стал председателем исполкома ОКЧН этого съезда. Одним словом, яркая жизнь Джохара проявилась перед лицом не только нашего народа. В годы, будучи президентом, Джохар своеобразным был человеком, мягким, чутким, где надо строгим, мудрым был. И только знал искусство военного дела, но очень хорошо знал дух чеченцев, его чаяние, его боль и любовь. И этим был он полностью заполнен любовью и болью своему народу. Помимо установления памятных досок, всего в мире существует как минимум 19 улиц и площадей, названных именем Джохара Дудаева. Есть они и во многих украинских городах – Львове, Ивано-Франковске и Хмельницком. Также в честь Джохара Дудаева назван один из добровольческих батальонов, помогающих отстаивать Украину от российской агрессии. В сентябре 1998 года в сквере, названном именем Джохара Дудаева, который находится в Вильнюсском микрорайоне Жверинос, был открыт каменный памятник. На нем выбиты прекрасные строчки поэта Сигита Сагады, посвященные Дудаеву. Надпись на литовском гласит: «О сын! Если дождешься следующего столетия и, остановившись на высоком Кавказе, оглядишься вокруг, не забудь, что и здесь были мужи, поднявшие народ и вышедшие из свободы святые идеалы защитить». В сегодняшней программе мы попытались кратко рассказать вам об истории сопротивления Северного Кавказа российской оккупации и об одном из современных героев российско-чеченской войны Джохаре Дудаеве. Продолжение следует.